Яна Забелина – руководитель вокальной студии «Эдельвейс», профессиональная певица, известная по всей республике и далеко за ее пределами. Ее сильный голос, многогранный и колоритный тембр стали давно уже узнаваемыми, а исполняемые песни – любимыми и популярными среди тысяч поклонников. За плечами девушки многолетний опыт выступлений. Одно из последних состоялось совсем недавно. Яна приняла участие в конкурсе «Солустар», вышла в финал и выступила на закрытии фестиваля «Мусустар» на сцене спортивного комплекса «Триумф». Яна Забелина – коренная жительница Ленского района. Родилась и выросла в поселке Пеледуй в многодетной семье. Родители девушки оба певцы. Мама пела в Пеледуйском ДК, выступала на концертах и различных мероприятиях. Папа руководил вокально-инструментальной группой «Визит» и играл на саксофоне. У папы была вокально-инструментальная группа «Визит». В ней очень много было участников. Много кто на гитаре играл, прям гитаристов у нас, я помню, что было всегда очень много. Под живой аккомпанемент я с самого детства туда ходила, и учились играть, петь и под синтезатор даже просто там, да, вот бывает какую-то ноту не можешь взять, и вот папа заставлял ее пропевать одну там раз по 300, наверное, по 200. В оконцовке научились вот так вот чистенько как-то петь. И, в принципе, я с детства не представляла, что где-то буду в какой-то другой профессии. Я всегда знала, что я буду петь. Яна вспоминает, что постоянно посещала с папой репетиции. Отец учил дочь вокалу, постепенно вывел на сцену. Потом пошли выступления, конкурсы. Первую девушка помнит до сих пор. Она исполнила песню «Мамонтенок». С самого детства я начала петь. Я помню первый мой концерт. Это был конкурс. Вот уже, к сожалению, я не скажу, просто конкурс какого-то творчества. Там я выиграла приз зрительских симпатий. Мне было 5 лет. Это был большой-большой Микки Маус, такая мягкая игрушка огромная. Я с ним шла, все лужи собрала с этими туфлями через весь поселок. Вот так. И как-то меня постоянно отпрашивали со школы. Я постоянно где-то выступала, бесконечное освобождение и так далее. Учителя говорили: ага, артистка наша, все, звезда. Мама Яны с рождением детей петь стала меньше, ушла из ДК и стала работать на хлебозаводе пекарем. А потом, когда дети выросли, и вовсе сменила род деятельности. Они с мужем стали ходить в навигацию. Детей в семье Калининых было 4, сын и 3 дочери. Все они, как и родители, поющие. Сын был еще и гитаристом-виртуозом. Да, они с папой, он их натаскал, и младшую доченьку, и Яну всегда с собой. Они у меня маленькие, и и приз зрительских симпатий. Всегда на высоте были в Пеледуе у меня. Потом выросли, и так и от музыки не отошли, звездят, ага. Училась в школе, параллельно занималась вокалом. После 10 класса Яна поступила в Пеледуйский техникум по специальности повар-кондитер. Окончила его с красным дипломом. Мы ее планировали с отцом отправить в Якутск учиться. Там уже договоренность была. Все, он же у меня ездил же кругом. Там была договоренность, а она у нас вышла замуж. Пришлось ей идти в училище учиться на повара, а то она закончила его с красным дипломом. Умничка, она вообще у меня умница. Она очень красиво делает торты. Ой, вообще, там заказы у нее в Пеледуе и садике. Она один раз принесла на день рождения Лерочки в садик тортик. И все, но потом уже отбоя не было. Но она как-то шибко от этого отошла потом. Некогда, в самом начале, а потом некогда ей было. Она еще, когда в культуре начала работать, вообще никогда. Работать поваром-кондитером, конечно, не стала. Мечта была одна – связать свою жизнь с вокалом. В 2012 году Яна устроилась в поселковый дом культуры и стала заниматься с хором ветеранов. Так как не было руководителя, а на носу было 9 мая. Я с ними позанималась, вышла с ними на сцену, выступили, я им подирижировала. И все, и меня сразу позвали на работу, я набрала там детей, детский коллектив, и также на хоре ветеранов я тоже осталась. Проработав год, Яна решила переехать в Ленск. Собрав 2 малолетних деток, она перебралась на новое место жительства. Люба, братцы, жить.
Здесь меня с радостью пригласили, взяли на работу, оформили переводом. Получается, культура была одна районная. И с нашего Пельдуйского ДК сразу сюда переводом. Я также руководила детским коллективом, да, у меня там еще тоже был детский коллектив Эдельвейс, просто детей уже с того времени не осталось, те, кто были, они уже сейчас уехали учиться, здесь я полностью в СРГ набирала новеньких детей. А так тоже я занималась Эдельвейсом, детками и руководила хором ветеранов 2 года. Работала одновременно, училась в Новосибирском педагогическом университете заочно. Проходила различные дистанционные курсы. И до сих пор героиня нашего репортажа совершенствует свои вокальные навыки, учится новому. И, конечно же, продолжает обучать детей. Вокальный ансамбль «Эдельвейс» был создан в 2013 году. В первые годы существования его посещали всего 15 детей. Со временем коллектив стал расти. Сегодня обучаются вокалу 63 ребенка. Среди них дошкольники, ученики начальных и старших классов. Алиса Маринцева посещает эстрадно-вокальную студию «Эдельвейс» с прошлого года. Рассказывает, что пришла по желанию мамы. Сама петь не хотела, но сегодня все изменилось. Мама захотела. Мама инициатор этого всего. Я походила, и мне очень понравилось. У меня очень добрый коллектив. До того, как я сюда пришла, я ходила еще на вокал, только уже в школе со своим педагогом. У меня был маленький опыт, а когда пришла сюда, с помощью Яны Игоревны у меня развился голос, он стал более сильнее, у меня воздуха больше хватает. И, в общем, развивается все. Яна Игоревна, она очень целеустремленный человек, если она хочет научить ребенка петь, она это сделает. Она будет оставаться на дополнительные занятия, она будет добиваться успеха, чтобы ребенок хотел ходить на вокал, чтобы у него было желание, стимул, чтобы он не расстраивался по пустякам, если не занял первое место. В итоге Яна Игоревна — это очень хороший человек, который всегда нас поддержит и поможет нам. Но чтоб счастье было в нем, мы должны Занимается в эстрадно-вокальной студии и дочь нашей героини. Валерия поет так же красиво, как и ее мама. У девочки сильный голос, будоражащий, задевающий до глубины души. Недавно Валерия приняла участие в фестивале «Таланты земли Аланхо», стала обладателем гран-при. Ее выступление не оставило равнодушным ни зрителей, ни жюри. Репертуар Яна для своих учеников подбирает индивидуально для каждого, учитывая его природные возможности и уровень вокальной техники. В основном это, конечно же, современные детские песни. Сейчас очень много коллективов, именно детских коллективов, у кого есть очень интересные песни. И мы их
себе берем. Это, например, там «Непоседы», «Волшебники двора», Open Kids и очень много таких групп. То есть мы поем в основном современные веселые какие-то песни, да, либо это патриотические песни о войне, о родине и так далее. Постоянно сижу, что-то слушаю, переслушиваю, пересматриваю, даже не просто песни, да, могу включить видео, там поют дети, к примеру. Пересматриваю, прослушиваю. Если песня мне понравилась, я сразу вижу, какой ребенок сможет ее спеть, кому она подходит по характеру, кому там по вокальным данным и так далее. И точно так же групповые песни какие-то нахожу, вижу, что все, вот это наше. К каждому занятию, будь то сольное или групповое, педагог долго готовится. Пересматривает вокальные уроки, определяется, что можно применить самой. Читаю конспекты, может быть, открытых занятий, потому что к каждому занятию все равно ты готовишься, и каждый раз ты что-то новенькое узнаешь. Вот все знают, да, что сейчас я ездила на вокальный конкурс «Соло Стар». Там был педагог по вокалу Наталья Викторовна. Я что-то вот от нее почерпнула новенькое. Безумно интересные были занятия. Большинство из того, что нам преподавали, я уже знала, но, тем не менее, мне все равно было это интересно, потому что это не я преподаю, а мне преподают. Я была в качестве ученика, и вот в этой вот атмосфере, когда много поющих людей в одном месте, и то есть они же уже все равно более такие профессиональные, чем дети, да, на занятии вокальном. И много чего почерпнула вот с этого, побыла вот в этой атмосфере, это было круто. Коллектив «Эдельвейс» – участник различных конкурсов и фестивалей, районных, республиканских, всероссийских и международных, обладателей нескольких гран-при. Сегодня руководитель эстрадно-вокальной студии мечтает принять со своими учениками участие в выездных конкурсах, которых пока у них не было. Ребятам посчастливилось лишь единожды побывать в городе Мирный на фестивале «Мирный поет о мире» в прошлом году, где они получили номинацию «Надежда фестиваля», а Яна заняла первое место. Этот фестиваль дети вспоминают с воодушевлением. Яна рассказывает, что научить петь можно любого ребенка, даже того, у кого не было изначально ни слуха, ни голоса. Раньше я думала, что если человек не умеет петь, вот от рождения ему не дан слух там и какие-то голосовые данные, думаю, все, значит, на нем можно поставить крест, петь он не будет. Но я переубедилась на своем же опыте. Вот ко мне приходят ребята, малыши, я их не прослушиваю изначально, малышей беру всех. И спустя год систематических занятий, если ребята не прогуливают, у ребят именно младшего возраста развивается хорошо слух и вокальные данные. То есть голос – это вещь такая, которая ставится. Слух, если систематические занятия, то все, пожалуйста, очень чистенько потом ребенок начинает петь, слышать и понимать музыку. Сама героиня нашей передачи любит сложные, мощные композиции. У певицы большой репертуар эстрадных песен. Перепевает она самые популярные. Очень много перепеваю песен Полины Гагариной. Я обожаю ее как исполнительницу. Наргиз. Вот такие мощные песни. Я очень сильно люблю мощные песни, которые начинаются более-менее спокойно, и чтобы потом было какое-то такое мощное раскрытие в середине. Небо быть звездой, той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой, радоваться вместе рождению дня, хрупкую надежду в душе храня. В другой профессии Яна Игоревна себя не представляет. Музыка – это ее жизнь. Но я обожаю музыку. Я не представляю даже, что было бы, если бы ее не было. Просто в ней можно выразить свои чувства, эмоции, показать какие-то свои данные, свой характер можно выразить в музыке, в песне. Вообще, это моя работа, я ее обожаю и жить не могу без нее. Ее выступление всегда искреннее, пронзительное исполнение на грани эмоций, способно пробить даже самую твердую броню и вызвать отклик в сердце любого. Так петь может только человек, нашедший свое призвание и ставший олицетворением своего дара. Неспроста, так упрямо твердят уста, все пройдет и весенней порой ты вернешься, мой сын, мой герой. Мне бы быть звездой, той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой, радоваться вместе рождению дня, хрупкую надежду в душе хранить.
году Яна снова приняла участие в фестивале «Мусустар» в творческом конкурсе «Soulstar». При выборе кандидатуры долго не думали. Героиня нашей передачи была главным претендентом на поездку. Мне кажется, Яну знают многие. Она педагог СРГ. Очень часто и ее дети принимают участие. Она сама выступает на сцене. Мне кажется, безусловно, она одна из тех, кто достоин представлять наш район на таком классном молодежном фестивале. Представлять Ленский район на фестивале ей выпала возможность во второй раз. В прошлом году девушка вышла в финал, но прилететь на конкурс у нее не получилось. В этот раз Яна находилась в Якутске 2 недели. Все эти дни были насыщенными и плодотворными. Было очень много вокальных уроков, вокальные распевки, дыхание там и так далее. Были мастер-классы по сценическим движениям, по сценической речи. Потом, значит, был мастер-класс от Дарьи Белько по вокалу тоже. Дарья Белько, она из школы Гнесиных. Занятия с наставниками. В принципе, было очень даже интересно. Было интересно поработать. Ну, мне было интереснее всего, на самом деле, поработать с педагогом по вокалу, с Натальей Викторовной. Она тоже также нам играла на синтезаторе. То есть человек подбирает моментально любую песню. Мою «Миллион голосов», она играла мне ее сразу с первого раза, без всяких нот там и так далее. Порадовало то, что она мне сказала, что править по вокалу мне нечего, у меня все, что нужно, все есть и все сделано. То есть со мной работали в основном по подбору сценического образа, продумывали макияж, прически и так далее, костюм. Ну и, конечно, времени свободного там не было вообще. Мы были постоянно задействованы. Мы либо репетируем, либо мы быстро в промежутке едем, подбираем костюм, покупаем платье там и так далее. Ну, было очень интересно пообщаться со всеми ребятами с разных районов, с разных улусов. Это прям круто. Мы со всеми зазнакомились, сдружились, теперь переписываемся, где-то периодически общаемся, делимся какими-то своими выступлениями, эмоциями. Яна дошла до финала, но победителем не стала. Наставник и педагог девушки увидели в Яне готовую звезду с поставленным голосом, которая может добиться успеха сама. Поэтому шанс дали другому участнику фестиваля. Яна в очередной раз доказала всем, что она лучшая. Ей единственной из участников выпала возможность исполнить свою композицию на закрытии фестиваля «Мусустар». Ее сольное выступление стало ярким, насыщенным и незабываемым. Покорило сердца зрителей. Зал светился тысячами огней. Яна Задельна, город Ленск, участница вокального конкурса «Soulstar». Поддержку для творчества героини нашей передачи черпает, конечно, в семье. Муж Яны – программист. Он занимается всем тем же, чем и она. Практически на все номера он монтирует видеоролики, помогает в осуществлении всех задумок. Познакомились супруги на работе, когда Яна только приехала из поселка Пеледуй и устроилась на работу в Центральный дом народного творчества. Ну, это у нас с первого взгляда, наверное, любовь такая была. Я ее увидел на концерте, и на следующий день я улетал в отпуск. И я еще думаю, вот что-то я зачем-то еду в отпуск, зачем? Думаю, надо, наверное, билет унять, но все-таки уехал. Прилетел, и все, и мы как-то, ну, по работе все вместе же, и все. Сказала, что ты будешь моей женой. Она мне не поверила. Я сказал, будешь. Вот. 3 года мы, да, встречались. 4 года, потом, да, потом только поженились. Ну, я сразу знал, что, да, ну, она будет звезда, потому что такой голос у нее интересный, такого голоса нет. Здесь, в Якутии, точно такого голоса нет. Сначала в Яну влюбились или в голос? А это все вместе, она как парфюмер. Когда начинает петь, там все, теряется сразу все. Семья у Яны большая и дружная. Героиня нашей передачи – многодетная мама. У них с супругом 4 детей. Старшему Ярославу 19, Валерии 16, Дмитрию 14 и Роме 6. В этом году к дочери переехала и мама. Живет она в одном доме с детьми, только этажом выше. Мама и супруг героини нашей передачи взяли на себя все домашние хлопоты. У Яны насыщенный график работы. Времени свободного остается совсем мало. Ну, времени иногда бывает не хватает, но дети у меня такие самостоятельные, они умеют справляться сами там с какими-то задачами, проблемами, помогают дома. Вот так.
Ну и муж молодец. Ну, муж молодец, это понятно. Ярослав, старший сын супругов, тоже увлекается музыкой, как и все члены этой большой семьи. Молодой человек занимается обработкой звука. Несмотря на свой юный возраст, парень уже талант. Он является членом студии звукозаписи. Коллектив считает его настоящей находкой. Я музыкой занимаюсь, свожу ребят, обрабатываю голос, мастеринг делаю. Ну, цель моя, стрельнуть, концерты делать дальше. Трек у меня вышел, Open Air Love называется. И за месяц он дал показатели за 100 тысяч прослушиваний. Вот. У меня большая аудитория, которая меня поддерживает. Валерия, как мы уже сказали, в нашей передаче пошла по стопам мамы. Поет девочка с детства. С недавних пор еще и играет на гитаре. Вообще, изначально мама просто, видимо, услышала, что у меня есть слух, повела меня на вокал, и я вот так вот, с детства просто хожу сейчас. Мне очень нравится, это мое хобби, да, втянулась. Я пару раз гран-при получала, лауреаты первой степени. Дмитрий, как и все дети Яны, очень скромный молодой человек. Много он о себе не рассказал, только коротко о самом важном. Я хожу в школу, 7 класс, учеба у меня сейчас скоро закончится, уже четверть, третья. Я увлекаюсь играми компьютерными, на гитаре еще играю, и все, и бездельничаю. Но это не бездельничаешь, это у тебя много уже увлечений. Самый младший и самый разговорчивый из деток Яны Игоревны – Роман. Ему 6 лет. Мальчик тоже увлекается вокалом. Любит магнитные игры, посещает кружок робототехники. В считанные минуты собирает электронный конструктор. Это его любимое занятие. Нам Рома продемонстрировал, как из нескольких деталей сделать радио, которое даже поймало сигнал. Поймать связь. Это типа антенна. Да, это антенна. 2 минуты, и радио готово. А еще Роман любит играть с кошками, которых в доме у семьи 2. Помимо них 2 попугая и аквариумные рыбки. В большой дружной семье все друг друга любят, поддерживают и ценят. Стараются свободное время проводить вместе. За ужином всегда собираются за большим семейным столом, обсуждают житейские дела. В свободное время выбираются на природу. Мы любим ходить на природу. Причем это без выезда, не куда-то там далеко. Иногда с выездом получается, а иногда здесь у нас прям в разведчике у нас есть такая поляна очень красивая, недалеко прям совсем там за домом, за банями. Там безумно красиво в любое время года, и зимой, и летом, и весной, и осенью. И мы постоянно ходим туда на фотосессии, фотографируемся, что-то там накрываем себе какую-то полянку, типа пикника небольшого. Играем в игры. Тот же самый бомбинтон, змея воздушного запускаем. Ну а этим летом семья собирается в отпуск. Ждут его все с нетерпением. В планах отдохнуть на Черном море и посетить родителей Сергея, которые живут в Краснодаре. К ним дети ездят раз в 2 года. Счастье, оно в семье, рассказывает героиня нашего репортажа. Именно она дает возможность совершенствоваться, достигать высоких результатов. Яна делает все, чтобы в семье был уют. Любит мужа и детей, они для нее как пальцы одной руки. Глава семейства признается, что его супруга самая замечательная женщина на свете. Она звезда не только сцены, но и всей его жизни. Для детей мама пример, мягкая, добрая и заботливая. Я называю свою маму Яна Игоревна, потому что ее так на работе зовут. Какая мама у тебя? У меня? Да, какая она у тебя? Красивая, самая лучшая.